Доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Настраиваемся на плодотворные, добрые и позитивные новости на этот предстоящий день. А чтобы он был максимально полезным и интересным, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаем я, Полина Долинская, и Руслан Ачиров. И вот о чем мы с вами поговорим в ближайший час. Мы поговорим про суровые крещенские морозы. В Якутии в эти выходные были зафиксированы аномально низкие температуры. Узнаем, где было холоднее, а главное, узнаем о состоянии кота, история которого глубоко тронула жителей Якутии. О неравнодушных людях, о том, как проходит лечение кота, отморозившего лапы и хвост, мы расскажем в течение нашей программы. Сегодня мы расскажем о скалолазании. Занятие для многих является отличной кардиотренировкой, помогает развить координацию движения и улучшить гибкость, а еще помогает избавиться от психологических зажимов и также страхов. С прошлого года в школах начали преподавать финансовую грамотность. Дети теперь учатся тому, как нужно копить и что такое семейный бюджет, доходы и расходы. Смарт-библиотека уже не первый год работает в этом направлении с детьми и взрослыми, а недавно разработала новую программу по курсу «Финансовая грамотность». О новых методическом пособии расскажут нам наши гости. Весточка из прошлого. Жителям дома в Кемерове доставили старые потерянные письма. Сотрудники управляющей компании «Жилищно-коммунальный стандарт» находят старые потерянные письма и открытки и возвращают их адресатам спустя десятилетия. Расскажем мы об этом подробнее в нашей программе. Ну а сейчас, я думаю, самое время узнать, какая же погода за окном. По данным ГИС-Метео, в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 53-58 градусов мороза. В заречной группе 48-57, ниже 0. В южных минус 42 градуса, в Нерюнгри минус 50 в Алдане. В Вилюйской группе 54-57, Нижнеленских 52-53, в западных 48-50, ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов в это утро теплее всего в Зырянке, минус 33 градуса. Более прохладно в Уснере и в селе Хану, минус 44. В Янских минус 37, минус 48, на северо-западе минус 36, минус 56 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 49 градусов мороза. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают туман, небольшой снегопад. Ветер северный подует с порывами от 1 до 3 метров в секунду. А днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 45-47 градусов мороза. Школьников Якутии перевели на дистанционное обучение из-за климатических условий. Приказом министра образования и науки Якутии Ирины Любимовой 16 по 18 января школьников с 1 по 11 классы рекомендовано перевести на дистанционный формат обучения из-за аномального холода. В Якутии в течение этой недели ожидаются экстремально низкие температуры. Предполагается, что в эти дни устанавливается наружная температура от 53-58 до 60-65 градусов со знаком минус. Приказ касается и подведомственных учреждений Министерства образования и науки, куда входят республиканские лицеи и интернаты, арктическая школа, специальная коррекционная школа и в том числе 42 учреждения профессионального образования. История лапы и хвост в эти дни в Якутске глубоко тронула жителей Якутии. У него от отморожения были сильно раздуты лапы, отмерз хвост и сильно воспален глаз. Замерзшего одиночку привезли в фонд помощи животным «Четырелапки», но экстренника срочно отвезли в ветклинику. Сразу же на своей странице фонд опубликовал объявление, что бедному животному нужна помощь: пеленки, корм и средства, чтобы оплатить лечение. История кота глубоко тронула якутян. Читатели и паблики стали делиться постом. Люди отозвались отовсюду. В фонд и ветклинику посыпались звонки. По словам зооактивистов, в первый вечер в фонд поступило около 15 тысяч рублей. Люди приносили корм и вещи. Затем нашлись первые хозяева кота. Женщина увидела пост и узнала своего бывшего любимца. Олаф, вернее Марсель, так его, оказывается, зовут. Раньше жил у них, но потом в семье родился ребенок,
котенок, и, как это часто бывает, у малыша началась аллергия на шерсть. И, скрипя сердцем, хозяева отдали кота в новую семью. Но те его, к сожалению, потеряли. Когда история с котом дошла и до них, хозяева навестили его в клинике, привезли подушечки. Сейчас Олаф Марсель находится в ветеринарной клинике и проходит лечение. На днях его должны забрать его хозяева. Вот такая вот замечательная, трогательная история. Ну, а мы в продолжении поговорим об этом с нашей гостьей. Это Екатерина Асмус, волонтер, участник благотворительного фонда «Четыре лапки». Доброе утро. Здравствуйте. Екатерина, расскажите, пожалуйста, о фонде, когда он был создан и чем он занимается. Мы, волонтеры, собрались в 2016 году все вместе, помогали кошечкам, находили их, спасали, кормили, возили в ветеринарную клинику. Но фонд оформили в июне 2022 года. Оформили его для того, чтобы найти помещение для кошек и собак, для содержания. Думали, так будет проще, но до сих пор пока не нашли спонсоров или желающих помочь фонду. Мы занимаемся все на добровольных началах, то есть сотрудников у нас нету. Все это на свои личные средства по зову сердца. А сколько сейчас питомцев находится в вашем фонде? Значит, кошек порядка 80 и собак порядка 40. Но это как пункт передержки или ветклиника, или же просто дом, где им помогают оправиться и потом находят семью? Это для кошек это дом, для собак это участок на территории, который мы оплачиваем аренду, находим туда кошек, кормим их. Если кому-то нужна помощь, сами возим их в клинику. Ну, в наших условиях это достаточно такое сложное предприятие, да? Вот с какими трудностями сталкивается ваш фонд? В первую очередь мы сталкиваемся с трудностью, что людей очень мало. На данный момент активных участников 6, и еще порядка 10 могут быть раз в месяц или раз в 2 недели чем-то помогут. Это машина, это прийти убрать за животными, это покормить, это дать деньги. Ну, конечно же, финансы. То есть кошек нужно кормить, собак тоже, собаки еще больше кушают. И с помещением тоже есть, конечно же, некие свои сложности, потому что есть определенное помещение, в которое мы не можем взять больше кошек, чем хотелось бы. То есть сейчас вот все забито, и кошек некуда брать уже. Вы работаете волонтером в фонде уже 3 года. Вот почему вы решили заниматься? Расскажите свою историю. Я решила заниматься благотворительностью, несмотря на миф, что волонтеры – это одинокие женщины с 40 кошками дома. У вас 80. Это общих 80, у меня дома 4. Но, несмотря на это не так. Мы не такие сумасшедшие старушки, как бывает в мемах в интернете, да. Я лично занимаюсь благотворительностью, помогаю животным, потому что это позволяет чувствовать себя человеком и причиной добра во всем мире. Очень хочется от души по зову сердца. Ну, 3 года вы работаете в этом фонде, а до этого как давно начали? Это пошло с детства или в каком-то осознанном, более взрослом возрасте? Это скорее пошло с детства. Я в 14 лет посмотрела ролики зоозащитников, сняла с себя меховую шубу, сняла с себя кожаные вещи, и дома все были в шоке. Такие, ты как? Мы же в Якутии, ты чего? Я говорю, я пуховик надену там вот на искусственном синтепоне, пожалуйста, меня не трогайте. И на войлоке там обувь. И все, и вот с этого пошло. И потихонечку, потихонечку ты понимаешь, что ты можешь быть причастен к природе. При этом обязательное условие – это никому не диктовать правила жизни или не навязывать свою историю. Если кто-то меня спрашивает, я запросто делюсь, скажу, где посмотреть, что узнать. Но это не так, что ты бегаешь с пузырьком краски и обрызгиваешь других людей за то, что они носят мех или что-то еще делают. Ну, а если вот касаемо нашей истории, которую мы рассказывали, да, про вот этого кота, история которого... Олаф Марсель. Судил, да, во-первых, такое красивое имя. Вот, как он себя чувствует, как его сейчас состояние? Он сейчас находится в ветеринарной клинике, до сих пор борется за его лапки, потому что это очень долгий процесс. Когда у них, когда идет отек тканей, то непонятно, сохранится лапка, не сохранится, в каком состоянии. Иногда бывает, кот остается без подушечек, иногда без лапки. И вы знаете, это одна из очень немногих историй, где объявился хозяин. И мы не можем этому не радоваться. Потому что такой кот, каким бы он ни остался, да, вот может быть даже целым, он бы попал вот в эту общую свору кошек. И кошка — это не социальное животное, вот в своем, они в стадии не живут, им очень там трудно, плохо. Мы радуемся, когда кто-то где-то кого-то находит, забирает, узнает.
Но таких историй немного, к сожалению. Наш герой за жизнью, который боролся за жизнь, за это практически вся Якутия наблюдала. Вот какое он сейчас лечение проходит? Какие, может быть, у него дополнительные будут для реабилитации процедуры назначены? Ветеринары каждый день мониторят его состояние и, соответственно, что его лечение меняется раз в 3 дня. На данный момент получается, что он получает курс антибиотиков, чтобы воспаление не прошло. Очень сильно был обморожен. И это мази лечебные на лапы, это содержание в покое, чтобы он не ходил, не двигался, не напрягался. Ну, вообще, история у этого кота интересная. То есть в первый вечер, по-моему, да, было собрано около 15 тысяч рублей, да, на помощь ему. А вообще, даже, по-моему, первые хозяева узнали, да, этого кота. То есть они отдали его, или я что-то путаю? Да. Отдали, потому Отдали что его? родился ребенок. Да, а потом он убежал из той семьи, да, получается, и обморозился. Да, он обморозился. И хочется воспользоваться моментом и сказать, что очень многие люди думают, что если родился ребенок, то нужно избавиться от животного, и если есть у ребенка аллергия, то она на животное обязательно. В основном это не так. В основном это бытовая химия, условия жизни, это какие-то препараты либо болезни. И животные стоят не на первом месте, ну вот как причина аллергии. И да, хозяева нашли, очень расстроились, плакали, что так случилось с котом. Хотят его обратно взять, но сейчас он в ветеринарной клинике. А в какой период времени они были не вместе? Вот хозяева первые. Первые хозяева, Да, по-моему, около года. около года. Ну, я думаю, что в завершении нашей беседы, вот куда можно обратиться, допустим, если люди хотят взять себе питомца, вот как связаться с Или вашим помочь. фондом? Да. Да, я думаю, мы укажем на телевидении номер телефона фонда. Можем озвучить его, да? Да, Да. мы адрес не называем, потому что такое бывает. Иногда нам приносят и под двери подкидывают кошек, а это либо холодно, либо они сразу убегают. Это открытое помещение. И по телефону можно с нами связаться. Мы всегда можем показать фотографии тех, кто есть в наличии, рассказать и подобрать, самое главное, питомца по характеру. Они все очень разные. И К какой какому номер номеру телефона? телефона обращаться? Номер телефона наизусть я не знаю. А, Но давайте а в 2 укажем есть мой. 4 лапки. Давайте укажем мой. Давайте. 8 914 101 7000. 8 914. 101 7000. Ну, достаточно простой. Достаточно простой номер, друзья. В общем, делать добрые дела – это очень даже просто. Ну и о том, какую информацию о погоде мы сегодня услышали, нетрудно предположить, что сейчас питомцев будет гораздо больше в этом питомнике, в этом фонде. Так что, друзья, вы можете помочь и обратиться к нашей героине напрямую. Да, мы благодарим Екатерину за очень интересную беседу и за Спасибо. ваше благотворительное дело. Спасибо. Всего Ну а доброго. сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Доброе утро, вы смотрите новости. Около 18 миллионов рублей выделят на ремонт детских площадок и замену детских игровых комплексов в столице региона. Плановые объемы работ увеличатся примерно в 1,5 раза. В прошлом году на обновление и ремонт оборудования детских площадок из бюджета города было направлено чуть больше 11 миллионов рублей. Кроме того, был проведен ремонт на 130 детских площадках в 7 округах и демонтаж ветхих объектов. За 22-23 годы по программе федерального субсидирования отремонтируют 37 школ в Якутии. Из них 13 в Якутске и 24 в районах. Всего для республики выделено около 2 миллиардов 900 миллионов рублей. Одним из образовательных учреждений, участвующих в данной программе, стала столичная школа номер 26. Кроме ремонта старого здания было принято решение о возведении пристроя на территории школы. Директор учреждения отметил, что новое здание рассчитано на 315 ученических мест. Необходимость строительства пристроя, она назрела достаточно давно. В нашей школе обучается порядка 1900 учащихся. Мы 3-я по количеству школы не только в городе, но и в республике. Очень мы перегружены практически в 2 раза. Поэтому строительство пристроя очень необходимо. А что касается капитального ремонта, нашему зданию 40 лет. Оно уже за эти годы, конечно, пришло уже в такое обветшалое состояние. И, конечно, необходимость капитального ремонта назрела достаточно давно.
А в Ленске этим летом начнется строительство нового сквера по улице Аюнского. Проект победил в 7-м всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Из федерального бюджета Ленск получил 85 миллионов рублей. А из бюджета района выделили 3 миллиона на разработку проектной документации. К концу января проект отправят на подтверждение стоимости объекта. После этого определят подрядчика. Работы развернут от Дворца культуры «Юность» до городской набережной. А в конце улицы построят новое кафе и установят арт-объект. Мы все работы должны завершить в этом году. То есть мы к концу 2023 года должны иметь уже благоустроенную улицу. В Москве стартовал фестиваль «Снег и лед». 30 лучших мастеров со всей России представили свои творения изо льда на площадке парка «Музеон». Главная тема в этом году – достояние России. Это и культурные памятники, как воссозданный храм Василия Блаженного, так и природные достопримечательности. Например, гости фестиваля могут оценить гейзеры Камчатки, обитателей Байкала или жителей Заполярья. Правда, погода внесла свои коррективы. Московский дождь и солнце испортили ледовую экспозицию, которую мастера решили восстановить. В этом году на фестивале нет якутских команд, но о нашей республике организаторы не забывают. Вы знаете, что якуты – это кунг-фу по льду. Это одни из крутейших скульпторов, они в Якутии находятся. Вот. Ну, такие, которые прям тонкие-тонкие работы делают. Я ими восхищаюсь все время. Вот. Поэтому мне сейчас сложно говорить о нюансах, чтобы потом мне не было стыдно встречаться с ребятами, которых я знаю. Нет, но... Ну, есть нюансы в Москве, для работы в Москве. Здесь невозможно подгонять блоки так же просто, как их подгоняют на севере. Потому что перепады температур тут надо учитывать, и поэтому прям на этапе подготовки здесь надо потрудиться. Значительно сильнее, чем на севере. Спасибо, Валерия. Сегодня 16 января. Все заливщики льда и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, отмечают свой профессиональный праздник. Насколько удачным получится выступление фигуристов, удастся ли ярко и без помарок сделать прокат, все это зависит в том числе и от качества покрытия. И за него отвечают ледовары. О других интересных датах и событиях в нашей традиционной рубрике. На календаре 16 января. Сегодня отмечают Всемирный день группы «Битлз», День ледовара. По народному календарю сегодня отмечают Гордеев день. По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми. Иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могут вылечить припадочного больного или порченного человека. Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу. События в этот день. 1920 год. Была принята 18-я поправка к Конституции США. Закон лишал лицензий на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным. 1957 год. В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе группа «Битлз». 1963 год. Никита Хрущев заявил миру о создании в Советском Союзе водородной бомбы. В этот день родились Викентий Вересаев, русский и советский писатель, переводчик. Аристарх Лентулов, русский художник, авангардист. Фрэнк Замбани, американский инженер, изобретатель ледового комбайна. Павел Нилин, советский писатель, киносценарист. Ефим Хайдуров, советский спортсмен, пулевая стрельба, конструктор-оружейник, тренер. Василий Лановой, советский российский актер театра и кино, педагог, народный артист Советского Союза. Василий Жупиков, советский российский футболист, центральный защитник, тренер. Именины сегодня отмечают Василий, Гордей, Ирина.
Весточка из прошлого. Жителям дома в Кемерове доставили старые потерянные письма. И сотрудники управляющей компании «Жилищно-коммунальный стандарт» в Кемерове находят старые потерянные письма-открытки, возвращают их адресатам спустя десятилетия. Подобная инициатива зародилась случайно, когда в одном из подъездов дома по адресу Октябрьский проспект 77 началась плановая замена старых почтовых ящиков на новые. Самое старое из найденных тогда писем было датировано апрелем 1974 года. Оказалось, что когда меняли почтовые ящики, между стеной и почтовым ящиком начали высыпаться, в разных подъездах начали высыпаться открытки, письма. Мы начали смотреть и, конечно, очень удивились. Сам многоквартирный дом – это типичная панельная пятиэтажка 1972 года постройки. И здесь самое старое письмо, значит, новоселам прислали их родственники, датированное апрелем 1974 года. Письмо, которое практически пролежало, или открытка, которая пролежала 50 лет и не нашла отправителя, явно имеет для семьи, для родственников ценность. Ну вот мы как бы так считаем. Сейчас же мы готовы, вот и в поисках, и готовы для тех, кто вдруг откликнется на это письмо, открытку, захочет получить. Мы готовы передать, естественно, родственникам, знакомым, близким этим людям, которые отправляли в офисе управляющей компании. Мы их бережно храним. Я не знал от кого. Если бы знал, может быть, как-то спокойнее было. А так я перебрал всех своих за 40 лет, всех своих назад еще, и студентов, и с кем учился, с кем работал. Вот было как хорошо, модно. Потому что открытку получаешь, это получаешь как будто живую частичку того, кто отправил. И читаешь приятно. Вот правильно сказали, что приятно это все смотреть и вспоминать, конечно. После этого случая сотрудники компании решили помочь подобным находкам попасть к своим получателям. Несколько таких писем было доставлено во вторник. В настоящее время жилищно-коммунальный стандарт продолжает искать потерявшиеся письма и открытки и готов передать их своим адресатам. Процесс усложняется тем, что многие жильцы уже сменили место проживания, но представители компании стараются восстановить информацию, расспрашивая соседей по подъездам. Сотрудники также планируют связываться со справителями, чтобы с их помощью доставить потерянные письма и открытки до адресатов. Действительно, очень интересная такой, как акция, да, если так можно сказать. Вот представляете, 50 лет, вот трудно представить, чтобы электронное письмо можно было, да, прочитать там через 50 лет. Чтобы оно потерялось где-то. Оно точно там потеряется где-то и не найдешь. А вот здесь, если открытка, и несмотря на то, что когда-то она была потеряна, тем не менее находит своего адресата через многие-многие годы. Я хочу продолжение этой истории. Я вот прям наверняка надеюсь, что какие-то любящие сердца однажды разъединились и просто не смогли быть вместе, потому что письмо упало за почтовый ящик. А ты думаешь, что им станет спокойнее, если вторая половинка найдет это письмо спустя много-много лет? Ну, мало ли, вдруг они уже старые. Может быть, они передумают там свои взаимоотношения. Все может быть. Ну, а мы продолжаем, и сейчас у нас речь пойдет о скалолазании. Это, во-первых, хорошая тренировка одновременно для всех мышц тела, включая глубокие, которые сложно задействовать при обычных упражнениях в спортзале, а также сердечно-сосудистой системы. Занятия им становятся отличной кардиотренировкой, помогают улучшить осанку и исправить ее дефекты, разработать суставы пальцев, ног и рук, хорошо укрепляют спину, помогают развить координацию движений и улучшить гибкость, а также избавиться от многих психологических зажимов и страхов. Ну а в продолжении давайте посмотрим в нашем сюжете, где я испытал на себе наш скалодром. Скалолазание – это занятие, которое объединяет многих людей. Неприступные с первого взгляда скалы дарят незабываемые эмоции, преодоление своих страхов и несут в себе небывалый заряд мотивации. В Якутске функционирует несколько скалодромов. На одном из таких, который располагается в средней общеобразовательной школе номер 2, мне довелось побывать. Скалодром – это искусственная часть рельефов, которая предназначена для занятия по скалолазанию. Скалолазание вообще зарождалось на скалах, и, соответственно, когда люди больше нужно тренироваться всегда, перешли в залы, где независимо от времени года могут заниматься. Скалолазание представляет не 3 дисциплины основных. Первая дисциплина – это где есть веревки, она высокая. У нас высота маленькая, вообще
до 17-19 метров, лазание с веревками наверх. Задача долезть как можно выше по определенной трассе по зацепкам. Вторая зона – это вот зона, где у нас арка есть, зона боудера, лазание без страховки, стелятся маты. Это серия коротких трасс проблем, которые нужно проходить. При падении товарищ срывается на маты. Высота максимальная боудинга может достигать только 4,5 метров. И третья дисциплина – скорость. Это лазание наверх максимально быстро по зацепкам. Есть эталонная скорость, есть классическая эталонная скорость. Она едина во всем мире, состоит из 15 метров высоты. Идентичные зацепки висят везде одинаково, на которой проводятся все мировые соревнования, ставятся рекорды. На данный момент рекорд 5,18 на 15 метров у мужчин. Ага. То есть можно сказать, что скалодром, который находится вот здесь в средней школе номер 2, он в целом позволяет развить все навыки по скалолазанию? В целом, да, то есть научиться лазать, приучиться к чему-то, то есть техническим элементам, все это можно делать, то есть независимо от того, где он находится и что он. Плюс скалодрома в том, что здесь очень много зацепок, много отверстий, и все, что нужно, всю трудность мы можем создавать с помощью перемещения зацепок, чего нельзя сделать на скалах, на рельефе. После 20-минутной разминки можно приступить к занятиям на скалодроме. Несомненным плюсом скалодрома является то, что вы сами определяете сложность трассы. Регулировать сложность можно как с помощью зацепов определенного цвета, так и наклоном самого подъема. А какой самый такой, как сказать, взрослый участник у вас был? Ну, у нас были прям бабушки в возрасте, наверное, там 50 с лишним лет, приходили, лазали, пробовали. То есть, как бы, многим даже нравилось. У нас, когда мы проводим курсы альпинизма, у нас приходят наши туристки, которые у нас любят ходить, пешеходники, и лазают тоже, им тоже нравится. То есть ограничения по возрасту для скалодрома нету? Нет, скалодром на начальном этапе, он имеет даже не физические ограничения, никаких там, то есть человек любой, у которого есть желание, может прийти и попробовать. Это в спорте, когда мы переходим в более сложные какие-то, там, да, там надо смотреть, а на начальном этапе нет. Плюс скалолазание, наверное, в том, что сложно на первых занятиях травмироваться, потому что вы приходите, наши пальцы, не привыкшие ничего держать, они отключаются первыми. То есть просто пальцы начинают разжиматься, и все. То есть, соответственно, не нужно просто переусердствовать. А с моментом, когда много лазать начинаете, пальцы крепнут, то есть включаются другие мышцы, и вы чувствуете в других. То есть это постепенное развитие не дает вам резкого какого-то травматизма и так далее. Полную версию занятий на скалодроме смотрите в ближайшем выпуске передачи «Испытано на себе» на канале Якутия-24. А, кстати, продолжение можно посмотреть уже сегодня вечером в передаче «Испытано на себе». Я думаю, что много можно интересного подчерпнуть. Ну, я надеюсь, ты еще и лайфхаки подскажешь для начинающих. Ты же первый раз это на себе пробовал? Да, ну там особо таких... Все очень просто на самом деле. То есть можно под себя выбрать любую трассу и потом постепенно усложнять, как бы жонглируя, так сказать, цветами и наклоном самого скалодрома. Ну, в общем, рекомендую. В общем, друзья, сегодня 18:15 на телеканале Якутия-24. Смотрите полную версию. А о чем советуют нам звезды в начале рабочей недели, узнаем далее. Овны. Звезды советуют посвятить неделю налаживанию взаимоотношений с окружающими людьми, установить более плотные контакты. Также следует разрешить проблемы, которые наблюдаются в сфере взаимоотношений, и построить дальнейшие планы. Третья неделя первого месяца года как нельзя лучше подойдет для личного развития и взаимодействия с окружающими. Тельцы. Самое время увидеть недостаток возможностей, компенсировать его и отсутствие каких-либо ресурсов. Это можно сделать через способность избегать сложностей и налаживания пути получения результата с помощью оптимизации действий. У близнецов отличные перспективы начать какое-либо эффективное дело и развивать его в дальнейших периодах. Это время, которое поможет качественно использовать имеющийся ресурс и финансовые средства и реализовать ваши планы. В этот период можно заложить основы для дальнейших действий.
У раков хороший период, в котором вы увидите результаты действий. На неделе вы сможете подвести итог определенного периода жизни и сформировать потенциал для принятия дальнейших решений. Это время, в которое не рекомендуется начинать новые дела. При этом будет создан очень эффективный баланс возможностей для реализации текущих забот и тех, что стремятся к своему финалу. Лев, в ваших личных отношениях могут открыться какие-то тайны. И вообще сфера взаимоотношений может быть подвержена различного рода угрозам. И поэтому на предстоящей неделе она потребует вашего участия для нормализации. Используйте это время, чтобы разобраться в существующих процессах. У Дев время перемен, которое открывает для вас возможности в изменении того, чем вы сейчас занимаетесь. Неделя поможет вам серьезным образом внести коррективы там, где они давно требовались. Это период, в который вы сможете реализовать те планы, что строили достаточно долго. Если вы намеревались что-либо изменить в жизни, следующая неделя подойдет как нельзя кстати. Весы, неплохо бы сейчас взять паузу и верным образом оценить возможности. Если существуют проблемы, которые требуют решения, на этой неделе у вас будут силы на то, чтобы все преодолеть. В этот период вы сможете сконцентрировать внутренние силы и начнете разбираться с давними сложностями, что мешает вам сдвинуться с определенной точки развития. Скорпионам звезды советуют строить далеко идущие планы, особенно во всем, что касается сферы работы и бизнеса. Этот период удачным образом сможет сконцентрировать вашу творческую энергию, направленную в сферу принятия решений, связанную с благосостоянием и успехом. Наступающая неделя поможет вам задать верное направление для дальнейшего развития и в отдаленной перспективе преуспеть. Стрельцы. Существует явно недостаток верной и правдивой информации, которая необходима для принятия правильного решения. Поэтому обратите внимание на свою жизнь, на необходимость всестороннего контроля и управления всеми текущими процессами. Эти факторы могут стать достаточно важными и привести вас к тому результату, который вы сами заложите. Следующая неделя – время, требующее от вас концентрации, сил и полной ответственности за свои действия. Козероги. Звезды говорят о возможности различных конфликтов. Особенно эти склоки могут быть связаны с окружением, с которым вы имеете общие жизненные цели. Этот период может оказаться важным для того, чтобы сформировать верный потенциал взаимодействия сил в вашей как личной жизни, так и в различных объединениях для достижения какой-либо цели. Поэтому на следующей неделе от вас потребуется высокий уровень интеллектуальной работы. Водолеям звезды говорят о большом потенциале сил, который кроется сейчас в вашей жизни и позволяет заложить основы, создать важные инвестиции, суметь сформировать нужный мощный потенциал. Для того, чтобы во взаимодействиях этих возможностей вы достигали цели в порядке очередности. Однако звездные светила указывают и на необходимость завершения предыдущих этапов и раскрытия новых потенциалов. Ваши возможности больше, чем вам кажется на первый взгляд. Рыбы. Те отношения, которые существуют в вашей жизни, могут претерпевать некоторые изменения, и не всегда они соответствуют ожиданиям. Однако они достаточно эффективны и взаимны. Период с 16 по 22 января этого года хорошо подойдет как для налаживания личной жизни, так и для различных дел, которые требуют от вас изменения положения вещей в лучшую сторону. Каждый день мы отправляем и получаем огромное количество личных и рабочих сообщений в мессенджерах. Только в WhatsApp ежедневно люди отправляют более 100 миллиардов сообщений в сутки. И отправляя сообщение кому-либо, стоит помнить, что эта информация уже принадлежит не только вам. Доброе утро, дорогие телезрители! С прошедшими праздниками у нас уже вовсю рабочая неделя, и сегодня мы поговорим о переписке. Не просто переписке, а в социальных сетях и мессенджерах. Будьте внимательны. Почему? Потому что данные переписки стали уже доказательствами в суде. Итак, согласно статистике, на 20% возросло использование переписки в качестве доказательств в уголовных делах и на 100% в гражданских. Каким образом используется переписка? Несмотря на статью 23 Конституции, что каждый имеет право на тайну переписки, здесь это не работает. Почему? Потому что это используется как доказательство тех или иных намерений и действий. Если у наших зарубежных товарищей в Китае и в Норвегии
это повсеместно, то есть это сразу используется, у нас есть определенная процедура. Во-первых, нужно идентифицировать сторону переписки, то есть зачастую номера бывают зарегистрированы на тех лиц, которых используют, поэтому необходимо доказать будет свидетелями, другими лицами, что где-то в какой-то переписке данное лицо с этого номера указало, что является таким-то гражданином. Да. Эти доказательства обнародовали, да, то есть у вас есть официальная информация о том, что он принадлежит лицу, можно уже заверять нотариально. Почему нотариально? Потому что у нас любые аккаунты, которые используются, в том числе скриншоты с сайтов, да, копии газет, в качестве доказательства предоставляются именно в нотариальном виде. То есть приходите к нотариусу с своим устройством, да, приходите с каким-то судебным, допустим, определением, что установлено, что данный номер принадлежит физическому лицу, и в последующем нотариус скриншоты с вашего устройства, если они возможны, получается, уже заверяет, что в гражданских делах уже установлено, что можно перепиской доказать получение займов, то есть мошенничество, когда с помощью даже не то, что переписки, даже с помощью эмоджи, то есть изображение денежного мешка, что было намерение выманить деньги, да, то есть действие по мошенничеству. Также с эквивалентом эмоджи с использованием пистолетов уже все-таки потихоньку в рамках уголовных дел это расценивают как угрозу жизни. Да, то есть если вы ведете официальную переписку с бизнес-аккаунтом, да, сейчас это возможно даже в иных соцсетях, да, и в том числе в электронных каких-то переписках, да, будьте внимательны, что вы хотите. То есть здесь уже в ваших интересах, чтобы переписка содержала точные определения. Здесь нужно воздержаться от использования каких-то смайликов, а конкретно указать, что вы хотите от данного бизнес-аккаунта получить. Недостоверность информации, которую вам предоставили, да, некачественная услуга, возможно, исходя из переписки, когда вы точно обозначили сроки, качество, да, то есть произвели заказ при помощи социальной сети или другого мессенджера, да, также может быть доказательством, что вам услугу предоставили некачественно. Сейчас заслушивают и аудиосообщения, да, в судах, поэтому будьте внимательны в выражениях, фразах, которые вы говорите, чтобы данная переписка не была использована против вас в качестве доказательства какого-то шантажа или попытки принудить каким-то действием, потому что на эмоциях мы все люди, да, в последующем могут возникнуть проблемы. Поэтому пишите что-нибудь друг другу хорошее, ну а мы расскажем, как это сделать грамотно. До новых встреч! Фены, кофеварки и грызуны. Россияне начали продавать нежеланные новогодние подарки. Так, после Нового года возросло количество объявлений о продаже невостребованных подарков. По приятным ценам можно купить айфоны, модные фены, кофеварки и даже живых грызунов. Например, одной москвичке на Новый год подарили 2 грызунов лесных сонь. Но, по ее словам, заниматься животными ей некогда, поэтому она решила продать их за 3000 рублей. Кроме того, можно найти объявления о продаже телефонов. Например, за 40 тысяч рублей предлагают отдать iPhone 12 mini. По словам девушки, она купила презент на Новый год мужчине. Но человек не заслужил подарка, как потом оказалось. Мода для женщин на зиму 2023 года отличается яркостью, броскостью и оригинальностью. Теперь модно выглядеть заметно и носить смелые цвета и фасоны вместо скучных темных или блеклых оттенков. Экспериментируйте с имиджем, но не забывайте про модные тренды, которые важно учитывать, чтобы выглядеть современно. Сегодня мы с вами поговорим о зимней одежде, которая актуальна в этом сезоне. Обязательно обратите внимание на то, чтобы ваш гардероб был максимально сочетаемый, потому что именно зимой сложнее всего выбрать для себя грамотный аутфит. Поэтому обратите внимание на наши тренды. Яркий свитер – это всегда классное вложение в зимний гардероб, потому что именно яркий свитер будет подсвечивать вашу визуальную зону и добавлять позитивного настроения в холодные зимние будни. Такой свитер отлично будет смотреться как с джинсами, так и хорошо будет сочетаться с другими вязаными брюками. Возможно сочетать с кожаными брюками и интересными юбками плиссе или, возможно, даже принтованными в клетку или полоску. Трикотажный костюм – это один из трендов сезона. Если вы обратите внимание на модных инфлюенсеров, то сразу заметите, что многие уже облачились и выбрали для себя разные трикотажные костюмы в ярких цветах. Яркие костюмы можно сочетать с тимбалендами, актуальными на данный момент дутиками или угами. Такой костюм можно дополнить интересными аксессуарами. Это могут быть ремни на талии или объемные украшения на шее. Поэтому не игнорируйте такой костюм, выбирайте как яркие, так и нейтральные цвета.
пусть лучше в этом сезоне таких костюмов у вас будет побольше, для того, чтобы их процент износа был невысокий. Объемное трикотажное платье также классно будет смотреться в вашем гардеробе. Обратите внимание на данное, оно достаточно длинное, в виде жилета. Вы можете под низ добавлять белую футболку, достаточно плотную, да, либо водолазку яркую в виде акцента. Также хорошо данное платье будет смотреться даже в вечернем аутфите, если вы добавите ремень на талию, длинные сапоги, которые будут заходить под платье, и яркие аксессуары на шею. Потертые джинсы сейчас как никогда актуальны. Рекомендую комбинировать их с клетчатыми рубашками. Это старая, скажем так, классика, которую вы можете носить по-разному. Рубашку вы можете носить расстегнутой поверх футболки или просто заправляя в джинсы, собирая все кожаным ремнем. На ногах это могут быть различные ботинки, сапоги или же кроссовки. Один из самых актуальных цветов в этом сезоне – это розовый. Розовый – новый черный, говорят дизайнеры. Поэтому обратите внимание на данное платье. Это отличный вариант для стильного выхода вечером. Это может быть вечеринка, различные встречи с друзьями или романтическое свидание. Такое платье хорошо будет смотреться с сапогами-трубами, сапогами-ботфортами. Также хорошо платье можно сочетать, накидывая поверх него пиджак мужского кроя, для того, чтобы добавить в образ мускулинности. Стеганая джинсовая сумка – отличный вариант для зимы. Ее плюсы именно в том, что такая сумка никогда не замерзнет и всегда будет работать по применению. С такой сумкой классно будут смотреться и куртки-пуховики, также шубы. Текстильные сумки сейчас как никогда актуальны, поэтому выбирайте разные. Вы можете выбрать как сумку-шопер, так и вот такую сумку на вот такой вот объемной цепи. Трикотажные аксессуары незаменимы в зимний период. Возможно, у вас одна зимняя куртка, а шапок должно быть много. Точно так же, как и шарфов. Выбирайте яркие акцентные аксессуары, которые классно дополнят ваш зимний образ. Именно ваш шарф, ваша шапка и варежки покажут то, какой вы человек, какое у вас сегодня настроение. Вот такие вот объемные длинные шарфы всегда будут актуальны, они вне времени. Вы можете приобретать такой шарф совершенно разных цветов и по-разному его завязывать. Шапки бини также актуальный аксессуар, может быть в разных цветах. Выбирайте шапку по объему вязки под ваш размер головы. Все должно быть пропорционально и соизмеримо. Это главное правило для того, чтобы быть стильным. С прошлого года в школах начали преподавать финансовую грамотность в рамках отдельных предметов. Дети теперь учатся тому, как нужно копить. Что такое семейный бюджет, доходы и расходы? Смарт-библиотека уже не первый год работает в этом направлении с детьми и взрослыми. А недавно разработала рабочую программу по курсу «Финансовая грамотность» для дошкольников и учащихся начальных классов. В качестве дидактического материала был использован мультсериал «Финансики», который также выпустила библиотека. О том, что вошло в методическое пособие, нам сегодня в нашей студии расскажут авторы рабочей программы по курсу «Финансовая грамотность» Розалия Ксенофонтова и Рита Якушева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите подробно о новой программе и для кого она предназначена. Ну, как уже было сказано, с прошлого года дети начали изучать в школе финансовую грамотность, и мы решили, что по нашим мультикам «Финансики» могут появиться уроки. Их у нас 10 штук получилось, да, потому что 10 серий «Финансиков», и предназначены они для школьников, а также внеурочные какие-то занятия могут проводиться в библиотеках, поэтому их могут использовать как библиотекари, так и воспитатели детских садов, ну и учителя начальных классов. Финансики – это как фиксики. Ну, почти. Почти. Это как смешарики. Вот у НИФИ Минфина тоже есть проект, мультик по финансовой грамотности для детей, смешарики, вот популярный мультсериал. Вот. Но наш мульт, он отличается от смешариков, потому что смешарики это все-таки уже был создан специально, ну не специально под финансовую грамотность, да, он уже был сначала создан как просто мультсериал. Такой общеобразовательный. Да, да. А потом уже добавили серии по финансовой грамотности, потому что детям этот сериал нравится. А наш сериал, он был создан специально для детей, чтобы выявить у них, проявить у них интерес именно к финансам, именно к деньгам, как копить деньги, как деньги тратить, как помогать родителям экономить и так далее. Расскажи о героях.
Ага. Герои это у нас бельчата. Почему бельчата? Мы провели опрос в социальных сетях, и больше всего у населения с накопительством, с грамотным отношением к деньгам ассоциируются именно бельчата. Поэтому у нас это семья белок, это Белла и Проша, наши главные герои, маленькие бельчата, и есть мама с папой. И начиная с первой серии, темы у нас усложняются, начинают знакомиться с тем, что вообще такое деньги, откуда у нас рубль появился, то есть история происхождения рубля, да, и затем идут уже посложнее темы, это семейный бюджет, как накопить, и заканчиваем мы темой о финансовых мошенниках. И то же самое у нас по урокам, есть практические задания, есть сочинения, делают какие-то поделки, делают себе копилки, да, и таким образом дети вовлекаются в финансовый мир и начинают вовлекаться именно в процесс планирования семейного бюджета, и уже могут участвовать в планировании и каких-то расходов, могут начать копить на свои финансовые цели, и думаем, что это будет так полезно для детей. И в целом, как бы, это как помощь родителям. Потому что не всегда у родителей получается рассказать о деньгах детям. Не все взрослые даже знают, как правильно копить и откладывать. Да. И это очень хорошее методическое пособие для воспитателей в детских садах, для учителей начальных классов, потому что я как финансовый консультант-методист могу четко сказать, что не хватает материалов, и особенно дидактических материалов, для того, чтобы преподавать, интересно преподавать финансовую грамотность, привлечь внимание ребенка. А с помощью мультсериала это можно сделать очень легко, потому что мы уже проверили это. В течение 2021 года мы проводили различные занятия для детей и показывали им этот мультик. Они с увлечением смотрели, и потом количество просмотров настолько увеличивается. Надо показать дочери, а то я столкнулся с такой проблемой, говорю, вот деньги, говорю, их можно как карманы, да, накопить, там отложить. Говорит, давай задонатим в Roblox, вот, и все. То есть у него приоритеты такие, да, как-то надо, да, до этого, я думаю, может быть, мультик поможет. Конечно, конечно, поможет, потому что о финансовой грамотности с детьми надо говорить, чем раньше, тем лучше, потому что когда мы рассказываем ребенку о деньгах, о том, сколько даже сколько денег в семье, это очень важно, и ребенок тогда четко понимает, на что он вообще может рассчитывать. А как смарт-библиотека начала работать в этом направлении? Это у нас были вообще сначала простые встречи для взрослого населения, потому что такое налоговый вычет, что такое страхование, уменьшение кредитной нагрузки. А в течение 2020 года мы работали со взрослым населением, а в 2021 году мы поняли, что нужно начать работать именно с подрастающим поколением, потому что поменять финансовые привычки взрослого человека намного сложнее, чем этим азам научить с детства маленького ребенка, потому что вовлечение в финансовый мир начинается с первого похода совместного ребенка в магазин, и когда родители ему дают там 100 рублей и говорят, что купить, и он начинает вдоль полок ходить и выбирать себе что-то. Да. И еще один такой важный момент, что библиотеки очень тесно сотрудничают с волонтерами. И вот как раз в 2019 году я тогда являлась еще волонтером финансового просвещения, и мы с коллегами-волонтерами приняли участие как раз в реализации первых уроков финансовой грамотности для взрослых. И потом в ходе процесса мы разошлись, можно так сказать, да, и начали разрабатывать уже какие-то собственные материалы. А до этого мы использовали, конечно, материалы, которые имеются на сайтах Финкульт.инфо, это сайт Банка России, и моифинансы.рф, это сайт Минфина Российской Федерации. Ну, естественно, я рекомендую нашим зрителям посещать эти сайты, если их интересует финансовая грамотность. Ну и, дорогие зрители, мы приглашаем вас на наш сайт financion.sbsekt.ru в раздел «Финансовая грамотность» и смотрите финансики на нашем сайте. Могут зайти на сайт централизованной библиотечной системы города Якутска, это cbsekt.ru, да, и там в проектах найти онлайн-школу «Финансовая грамотность». Там будет как раз наша рабочая программа, методичка, где ее можно скачать. И примечательно, что эту программу у нас одобрил Центральный банк, Национальный банк республики, и поэтому можно с уверенностью их использовать, потому что все одобрено, все просмотрено, и действительно эти материалы, мы надеемся, что будут полезны для подрастающего поколения. В целом, как бы, да, Нацбанк, он очень
активно принимают участие в наших мероприятиях. Сотрудники Национального банка, отделения вот как раз Национального банка по республике, да, они проводят вебинары, они проводят очные занятия. И вы и наши зрители тоже могут посетить эти мероприятия, потому что насколько важно общаться все-таки с профессионалами в этой сфере, да, в сфере финансовой грамотности, это очень важно. И следите за анонсами, вот мы рекомендуем зрителям. Да, действительно. Большое спасибо, это очень полезная информация, тем более сейчас начало года, я думаю, нашим телезрителям это будет очень полезно. Сейчас уже можно поставить перед собой какие-то цели к концу года и уже начинать откладывать на эту мечту и копить. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. В эфире новости. Доброе утро. Систему улучшения качества дорог разработали в Северо-Восточном федеральном университете. Проект приложения с динамической картой находится на стадии реализации в студенческой лаборатории Spark Lab. По словам авторов, разработка нацелена на улучшение качества дорожного покрытия. Для этого с весны прошлого года магистранты проводили эксперимент. Возможно ли при помощи акселерометра в смартфоне выявлять неровности на дороге? И благодаря множеству тестов получили утвердительный ответ. Авторы отмечают, одна из целей – масштабирование приложения за пределами Якутска. Разработка может оказаться полезной для улучшения качества жизни и имеет большой потенциал к развитию. В Якутске состоялся чемпионат республики по легкой атлетике. Всего в соревновании приняли участие более 120 легкоатлетов из 20 команд. Больше всего участников представили команды СВФУ, Якутска, Чурапчинского, Намского и Вилюйского улусов. Чемпионат проходил в спорткомплексе «Триумф». В течение 2 дней участники оспаривали сильнейших в следующих дисциплинах: бег на разные дистанции с барьером, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, эстафета и толкание ядра. Данный турнир является стартовой площадкой перед чемпионатом Дальневосточного округа, который планируется в конце этого месяца. Показатели, я считаю, выше среднего, потому что только начало сезона. Но лучше больших мероприятий у нас нету в республике, поэтому участников меньше. Зимняя подготовка показывает готовность спортсмена к участиям на Дальний Восток. У них планируется в конце января Дальний Восток, а после этого первенство России по мишени. Вот это туда и готовятся наши спортсмены. Самые сильнейшие, конечно, поедут. Также в столице республики прошел отборочный тур по мини-футболу. Соревнования приурочены к спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в 2024 году. Главным критерием является отбор юношей в сборную республики. В общей сложности участвуют 8 команд. Как отмечают организаторы, у юных спортсменов хорошая подготовка. Во время соревнований опытные тренеры выберут лучших для представления республики по мини-футболу. Для вхождения в состав сборной республики юные таланты должны продемонстрировать свои навыки работы с мячом и движения без него. Из этих всех детей мы выбираем кандидатов в нашу сборную, которые будут представлять нашу республику на Детях Азии. И потом уже начнутся учебно-тренировочные сборы. Сейчас пока только идет отбор детей. Такой турнир, можно сказать, полезный и хороший, чтобы детей отобрать. Будем больше играть, времени уделять детям. Наверное, результат будет совершенно другим у нас на Детях Азии. Так что пока идет отбор и подготовка к Детям Азии. Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами. Российский нападающий Вашингтона Александр Овечкин побил рекорд НХЛ и сократил отставание от Уэйна Грецки по числу голов в лиге. Минувшей ночью Вашингтон в матче регулярного чемпионата НХЛ встречался с Филадельфией. Летчики добились победы над соперником 3-1, а главным героем снова стал лидер столичных Александр Овечкин. Россиянин стал автором единственного гола в составе своей команды, отличившись в 30-й раз в сезоне и 810-й в карьере. Он сократил отставание от лучшего снайпера лиги Уэйна Грецки до 84 шайб. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. Туристы съезжаются в регион Кашмир, в Индии, где температура опустилась ниже нуля, чтобы насладиться видами замерзшего водопада Дранг. Как видно на кадрах, местность завалила снегом, а люди гуляют и фотографируются на фоне заледенелых пейзажей.
Туристы признаются, что поражены увиденной замерзшей красотой. Отдыхающие на водопаде Суджал оценили не только великолепие местности, но и доброжелательность местных жителей, которые демонстрируют туристам окрестности. Согласно сводкам погоды, снегопад в Кашмире продлится еще 2 дня, а температура воздуха опустится до минус 7 градусов по Цельсию. Тот момент, когда хочется переехать в Индию, хотя бы в на несколько дней, да, в место, где температура выше на 43 градуса, чем у нас, это минус 7, да. Походить их немножко, красиво. покошмарить, какая у нас погода. Кстати, что касается погоды, друзья, прежде чем выходить из дома, и стоит ли вообще это сегодня делать, давайте узнаем информацию от Гизметео. На 6 часов утра в центральных районах температура воздуха составила 53-58 градусов со знаком минус. В Заречной группе 48-57. В южных минус 42, минус 45. В Вилюйской группе 54-57. В Нижнеленских 52-53, ниже 0. В западных минус 48, минус 50. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 33, минус 44. В Янских 37-48. На северо-западе 36-56 мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 49 градусов ниже 0. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, штиль. Туман, и в течение дня синоптики обещают 45-47 градусов мороза. Ну что, дорогие друзья, мы желаем вам отличного, плодотворного дня. Надеюсь, что мы вас зарядили зарядом бодрости до самого вечера. Ну и, конечно же, желаем всего самого хорошего. Увидимся завтра.